Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и смотрите в этом выпуске. Погода внесла свои коррективы в работу столичного аэропорта, несколько рейсов отменены. Матч по русским шашкам гроссмейстеров Андрея Федотова и Мурадулла Мрилаева перенесли из-за непогодных условий. Якутский фильм «Пугало» вновь покоряет мир кинофестивалей и премий. На этот раз фильм получил статуэтки премии «Белый слон». Аэропорт столицы республики не принимает рейсы из-за снегопада. Их прибытие перенесли на 12 апреля. Из-за метеоусловий задержали прибытие 5 рейсов. Это рейсы авиакомпании «Якутия» из аэропорта Внуково в Москве, а также по направлению Санкт-Петербург, Екатеринбург, Якутск и Владивосток, Хабаровск, Якутск. Кроме того, перенесены до завтра рейсы авиаперевозчика С-7 из Новосибирска и аэропорта Домодедово в Москве. Ледовую переправу Кангаласы-Сотенцы в Усть-Алданском районе закрыли в связи со сложными метеоусловиями. Отмечается, что в службу спасения поступают звонки об оказании помощи застрявшим в снежных заносах. Оперативная группа спасателей проводит эвакуацию машин и людей. На переправах безостановочно работают дорожные службы, отметили в службе спасения. Спасатели просят воздержаться от дальних поездок. Пожар произошел в частном коровнике в поселке Витим Ленского района 10 апреля. В результате погибло 103 сельхозживотных. Среди них крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, утки, курицы и цыплята. По информации пресс-службы МЧС, в результате происшествия повреждены кровля коровника на площади 150 квадратных метров и баня по всей площади на 20 квадратных метрах. Спасен коровник и 2 рядом стоящих жилых дома, говорится в сообщении. Причиной возгорания предположительно является несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. На ликвидацию пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники. На данный момент устанавливается нанесенный ущерб. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. 16 заболевших зафиксировали в Якутске, 4 в Алданском районе по 2 случая, в Ленском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах. Единичные случаи обнаружили в Мирнинском, Татинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. За сутки лаборатории республики провели 1788 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано более 1 миллиона тестов. На 11 апреля получили первую вакцину 74 846 якутян. По состоянию на 11 апреля в Якутию поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. На 11 апреля первую вакцину получили 74 846 человек, в том числе за сутки 3900 человек. Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию 17 364 человека, а вторую 12 090. Сегодня в Якутской городской больнице номер 3 с 9 до 18 часов пройдет вакцинация всех желающих без предварительной записи. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля. Так, родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в пенсионный фонд решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом, в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в пенсионный фонд. Если решение не было принято, то в течение 3 месяцев средством от капитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. 24-27 апреля этого года 20 победителей и призеров Олимпиады «Старт в космос» из Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Усть-Алданского, Улусов и города Нерюнгри отправятся в поездку в город Циолковский Амурской области на космодром «Восточный» для наблюдения за пуском ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами компании OneWeb. Кроме этого, победители и призеры Олимпиады будут приглашены летом этого года на профильную смену лагеря Амгинского лицея и в декабре на образовательную программу в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке Московской области.
Постоянное представительство Якутии в Москве впервые стало площадкой просветительского проекта «Тотальный диктант». Третью часть текста Дмитрия Глуховского под названием «Очередь» участникам акции зачитала наша землячка, этномузыкант Алена Подлужная-Уттай. На очной площадке постоянного представительства Якутии диктант написали более 30 москвичей. Напомню, «Тотальный диктант» проводится уже 18-й раз. В этом году к проекту присоединились 200 городов и 59 стран мира. Акцию сопровождал 17-часовой онлайн-марафон, который прошел при поддержке компании Яндекс. Действительно, грамотность – это очень важно. В школе я училась на отлично. Я всегда любила писать диктанты, потому что я знала, что я их напишу на отлично. И сегодня выступать в роли диктующего диктант для меня это особо приятно. Диктант сложный по тексту Дмитрия Глуховского. Там очень много интересных оборотов, орфографический, синтаксический, такой сложный текст, серьезный. Айсен Николаев поздравляет сегодня жителей республики с Днем Сына. Цитирую: «Уважаемые якутяне, от имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравляю вас с Днем Сына. Праздник учрежден по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России в 2017 году. И с тех пор мы ежегодно отмечаем День Сына во второе воскресенье апреля. В этот замечательный весенний день желаю всем отцам и матерям Якутии хорошего настроения. Пусть ваши дети не перестают радовать своими успехами. А сыновьям хочу пожелать быть гордостью и опорой для своей семьи, примером для родных и близких. Пусть День Сына станет традиционным праздником мира и единения в каждой семье и для каждого жителя нашей многонациональной республики. Уверен, что общими силами мы сумеем вырастить достойных сынов Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания». Конец цитаты. Якутский фильм «Пугало» вновь покоряет мир кинофестивалей и премий. Известные кинокритики и киноведы страны вручили премию «Белый слон». Фильм Дмитрия Давыдова стал лучшим в 2 номинациях. Напомню, «Пугало» был номинирован на 3 номинации: за лучшую женскую роль, лучшую режиссуру и лучший игровой фильм года. Первую победу на премии «Белый слон» принесла Валентина Романова Часкырай, получившая статуэтку за лучшую главную женскую роль. В режиссерской номинации конкуренцию Дмитрию Давыдову составляли Андрей Кончаловский и Виталий Суслин, но статуэтку получил якутский кинорежиссер. В 3-й категории главной лучший фильм года победу одержал Андрей Кончаловский. В Москве стартовал первый международный конкурс молодых пианистов имени знаменитого якутского композитора Марка Жиркова. Все этапы пройдут в стенах легендарной консерватории имени Чайковского, чьим выпускником являлся сам Жирков. Десятки талантливых музыкантов из разных стран будут бороться за звание лучших. Среди участников есть и якутские ребята. Подробности у Максима Кардозу. Этот конкурс еще до начала назвали настоящим прорывом для якутской культуры. В течение 3 дней впервые музыка композиторов из нашей республики будет звучать в стенах знаменитой консерватории имени Чайковского. По условиям конкурса пианисты обязательно должны исполнить произведения якутских авторов. В каждом конкурсе есть какие-то особенности, всегда есть какая-то традиционная классическая программа. Но вот здесь такая приятная особенность, может быть, музыка из Якутии 20-21 века. Наверное, национальное что-то привносится. Так что с удовольствием будем слушать. Конкурс проходит в 3 возрастных категориях: младшая, средняя и старшая группы. Всего 30 пианистов из самых разных стран. Есть ребята из Японии, Китая, Сербии, Колумбии. Приехали на конкурс и музыканты из Якутии. Я думаю, что это огромное большое событие для всех любителей музыки и в нашей стране, и за рубежом. Те традиционные связи, которые установил еще Марк Николаевич, обучаясь здесь, в стенах Московской консерватории, я очень рад видеть сегодня, как они развиваются, наполняются. Я уверена в великолепных результатах, уверена в этом, что так будет прекрасное жюри и дети. Еще раз говорю, те дети, которые решили принимать участие, все очень интересны. И поэтому праздник будет и для них, и для всех слушателей, которые придут. Итоги состязаний подведут в среду. Будут объявлены победители в каждой номинации, а также вручен главный приз – Гран-при. Организаторы надеются, что конкурс пианистов имени Марка Жиркова станет традиционным и будет проводиться раз в 2 года. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
В Якутске завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Всего на соревновании участвовали сильнейшие бойцы из более чем 40 регионов страны. Чемпионат по кикбоксингу прошел в Якутии впервые. В домашнем чемпионате в копилке якутской сборной 2 золотых медали, 1 серебро и 5 бронзовых наград. Первое золото принес боец Петр Васильев, он одолел спортсмена из Тывы. А второе золото завоевал кикбоксер Тимофей Сивцев. В финальном поединке он победил чеченца Сафая Насуханова. Для нас, для Якутии, которая встречает такое большое количество спортсменов, гостей, судей, тренеров, это очень ответственное мероприятие. И согласованная команда всех, начиная от волонтеров, от транспортного обеспечения, от питания, от размещения гостей, было организовано до мелочей и достаточно хорошо. Сегодня мы слышим от наших гостей, которые приехали к нам в далекую Якутию, слова благодарности, слова огромной благодарности за то мероприятие, которое сегодня проходит. И сборная команды Якутии в этих соревнованиях выступила достаточно хорошо. Мы очень довольны результатами наших ребят. Станислав Свинобоев принес для Якутии долгожданное золото юниорского первенства России по вольной борьбе. В последний раз якутская молодежь завоевывала победу почти 12 лет назад. Воспитанник Мегинской школы борьбы и училища Олимпийского резерва стал чемпионом в весовой категории до 70 килограммов. Также бронзовым призером в весе до 57 килограммов Дархан Игнатьев. Сегодня еще один тяжеловес в весе до 125 килограммов Эдуард Максимов примет участие в утешительной части соревнований, сообщил нашему телеканалу старший тренер сборной команды Якутии Василий Неустроев. Всего в соревнованиях участие приняли 20 спортсменов из нашей республики. Прошли первый подготовительный этап в Республике Дагестан и второй этап в Якутске. Подготовка прошла отлично, нормально все. Я проходил каждую схватку, навязать свою борьбу. И получилось. Матч по русским шашкам гроссмейстеров Андрея Федотова и Мурадулла Амриллаева предварительно состоится 12 апреля в эфире телеканала НВК «Саха». Его перенесли из-за того, что на аэропорт Якутск не принимает рейсы, и самолет с одним из участников был задержан. Трансляция начнется ориентировочно в 21:00 по якутскому времени. Победитель получит приз 100 тысяч рублей. Андрей Федотов является действующим двукратным чемпионом мира по русским шашкам, а Мурадулла Амриллаев – действующий чемпион мира по русским шашкам в быстрой программе. Также 12 апреля Мурадулла Амриллаев проведет мастер-класс в Республиканском шахматно-шашечном центре для юных спортсменов-шашистов. После мастер-класса состоится сеанс одновременной игры на 30 досках. К этому часу пока все новости. Мы продолжим следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете на наших официальных сайтах. Оставайтесь на канале Якутия 24. До встречи в эфире.